Добрый день, дорогие друзья! Мы вновь встречаемся с вами в Музее мордовской народной культуры. И у нас сегодня с вами последний в этом году уходящем мастер-класс. А называется он «Ажурное чудо». И, конечно, он посвящен предстоящему Новому году. Сказку, которую мы ожидаем в преддверии Нового года, волшебство, встречу с родными, близкими, домашние посиделки со своими детьми, какие-то творческие мастерские. Все это нас с вами ждет впереди в предстоящие выходные и праздничные дни. Но для того, чтобы этот праздник был более нарядным, красивым, веселым, мы с вами сегодня попробуем сделать своими руками украшения для дома. А кто работает, может снежинками, которые сегодня мы сделаем, украсить офис или, может быть, повесить на елку. И действительно, у нас сегодня на столе самые простые материалы. Нам понадобится для того, чтобы сделать снежинки, бумага, канцелярские стикеры разных цветов, ножницы, клей. Один у меня титан, другой простой клей, такой сухой, декор, фольга для декора. И это все, что нам потребуется. А какие снежинки мы с вами сегодня сделаем, я вам тоже предварительно покажу, чтобы вы знали. Из стикеров у нас получится примерно вот такая снежинка. Посмотрите, какая она интересная. Двухсторонняя, двухцветная. Из двух цветов бумаги, двух оттенков, обычная бумага, но цветная, двухсторонняя, мы получаем с вами вот такую нежную, красивую снежинку, голубую или сиреневую. И третий вариант снежинки, которую мы с вами сегодня сделаем, действительно, можно сказать, что это ажурное чудо, кружевная, тоже двухсторонняя снежинка при желании, вот такая белоснежная. И действительно, как часто мы с вами, глядя на снег, пытаемся рассмотреть, а как же выглядят наши снежинки? Или они совсем-совсем маленькие, или они достаточно большие, со своими кристаллами серебристыми и светящимися на солнышке. Нас всегда это интересует, и всегда нам хочется их посмотреть попристальней. Ну, а для того, чтобы нам с вами было интересней и веселее на Новый год, мы будем делать такие украшения. А начнем мы с вами вот с такой снежинки, сделанной из канцелярских стикеров. Но для того, чтобы было все это интереснее, я возьму не зеленый и синий цвет наших стикеров, а возьму два вот таких оттенка, синий и розовый, насыщенный. И наша с вами снежинка состоит из маленьких таких частей, своеобразных кулечков. И вот именно их мы сейчас с вами и сделаем. Для этого мы отрываем по одному листочку каждого цвета, из каких предполагается у нас изготовление снежинки. С одной стороны у нас клейкая сторона, со второй стороны клейкая сторона. И нам нужно будет соединить два стикера так, чтобы одна сторона была приклеена и другая. То есть мы их соединяем между собой. Стараемся это делать ровно. Соединили, прогладили. И другая сторона у нас тоже клейкая. Соединили, прогладили. Откладываем в сторону. И еще возьмем, сделаем то же самое. Синяя, розовая, клейкая сторона, клейкая сторона. То есть мы делаем клейкие стороны параллельно. Соединяем одну сторону, другую сторону. И вот у нас есть две части. Из этих двух частей мы с вами сделаем 4. Для этого согибаем. Клейкая сторона остается здесь и здесь. Мы клейкие стороны соединяем. Берем ножницы и делим
этот квадратик на 2 прямоугольника. Вот что у нас получилось. Со вторым квадратиком мы делаем то же самое. Здесь у нас склеено, здесь склеено. Клеевые стороны соединяем. Разрезаем и откладываем. Теперь мы с вами должны будем сделать вот из этого прямоугольничка небольшой импровизированный кулечек. Для этого мы берем открытая сторона на себя, заклеенная сторона сверху и делаем, складываем уголки. Складываем это ровно, вот так, одну сторону, другую сторону. Пока откладываем. Также проделываем с остальными. Опять открытая сторона. С закрытой стороны загибаем, делаем уголочки. Видите, как это все быстро получается? Мы сначала сделаем заготовочки одного типа работы, а потом сделаем все, что требуется далее. И последняя часть. То же самое проделываем. На самом деле вы скажете, вы сделали мало таких заготовочек. Да, действительно, на мастер-класс у нас не так много времени, но вы можете увидеть, что на каждую сторону нашей снежинки нужно по 8 вот таких маленьких как бы частей. С одной стороны 8 и с другой стороны 8. Всего 16. Но я заготовила 4 для того, чтобы только показать вам принцип работы. Теперь мы вот эти части должны будем соединить. Для этого берем клей-карандаш, намазываем одну сторону. Посмотрите, вот здесь конечек оставляем не намазанным, для того, чтобы, когда мы соединяем, он нам не нужен, да? Он остается без клея, он остается без нахлеста. Вот что у нас с вами получилось. Одна часть. Таким же образом мы проделываем работу с остальными 3 нашими частями снежинки. Посмотрите, все это хорошо соединяется клеем, плотно держится. Вот таким образом. Даже я могу вам показать, клей у нас цветной. Вы видите, что уголок остается не проклеенным. И последняя часть. Заготовочки мы с вами сделали. Вот они у нас 4 штучки получилось. Но, конечно, как мы с вами уже говорили, должно быть 8 на каждую часть. Одну часть я уже соединила, 4 вместе, а вместе с вами мы соединим остальное. Что для этого делаем? Берем каждую часть нашей снежинки, она должна будет вот так вот у нас встать, и ребрышко, которое со сгибом, одно, которое мы будем подклеивать, мы намазываем тонко-тонко, но достаточно интенсивно клеем и присоединяем к нашей основной части. Соединяем все наши уголочки. Присоединили, отложили. Берем дальше, примеряем и намазываем.
намазали, приладили, соединили. Видите, они уже держатся у нас. Примерили, нужную сторону намазали. Соединяем. Соединяем сверху уголочки, чтобы было аккуратно. И хорошо прижимаем все части. Вот у нас осталась последняя часть нашей снежинки, и ее, как вы можете догадаться, мы должны намазать с двух сторон, потому что мы должны замкнуть круг нашей снежинки. Не боимся, работаем уверенно. Где-то помогаем себе другой рукой, работаем двумя руками, где-то опираемся на рабочий стол. Поправляем все, что было сделано до этого, соединяем хорошо. И у меня уже готова вторая часть. Вот то, что мы с вами сделали, то, что было сделано. И теперь мы должны будем это соединить. А соединяем не просто спинкой друг к другу, а немножко с выездом, то есть все наши уголочки должны как бы быть видны с одной стороны и с другой. По диагонали мы намажем серединку нашей снежинки. Соединим две части. Подержим, приклеим. Вот что у нас получается. Конечно, для того, чтобы снежинка заиграла, нам нужно украсить и задекорировать серединку. Что мы сделаем? У меня есть кусочки фольги, и из этих кусочков фольги я сделаю вот такую вот серединку. Просто-напросто сминаем в произвольной форме нашу фольгу. Можно сделать серединку поплотнее, поменьше. У нас две стороны, поэтому у нас будет два таких шарика маленьких из фольги. Плотно-плотно сминаем. И для того, чтобы посадить их в серединку, используем более густой, более надежный клей. Вот так. Одна сторона. И вторая сторона. И вот наша с вами снежиночка готова. Одна зеленая с синим, другая синяя с розовым. А мы с вами переходим к следующему мастер-классу и сделаем вот такую тоненькую снежинку, но другого оттенка. Для того, чтобы сделать нам эту снежинку, нам понадобится лист А4 с оттенком цвет, синий или фиолетовый, и белый листок бумаги. Начнем мы с вами с сиреневого. Для этого мы с вами берем лист А4 и складываем вот таким образом. Сложили, провели диагональ, лишнее вот это отрезаем. И откладываем в сторону, потому что нам этот листочек еще пригодится. Далее сворачиваем еще раз треугольничек. Свернули, вот такой у нас получился. И закрытой стороной еще раз сворачиваем. Вот так у нас получилось. Теперь мы вот эту закрытую сторону подворачиваем сюда.
То есть у нас складывание состоит из складывания треугольников. Вот так у нас получилось с вами. Сейчас вот эту часть нам нужно будет отрезать. Посмотрите, как мы это делаем. Вот так нам нужно будет убрать просто-напросто угол. Вот это у нас будет лишним. Отрезаем, убираем. И вот то, что получилось, мы с вами начинаем работать в руке в зажатом состоянии, а остается у нас сложенное ребро. А мы с вами обращаемся вот к этой части, берем ножницы и начинаем нарезать тонкую лапшу. Чем тоньше мы нарезаем, тем изящнее получается наша с вами снежинка. Но нарезаем не до конца, а оставляем 0,5-0,7 сантиметров. Не забываемся в процессе работы. Нарезаем нашу лапшу. И так до конца. Посмотрите, что получилось. Вот такая веточка получилась. Мы ее должны развернуть. Вот из центра, расправляя, мы начинаем разворачивать наши грани у снежинки. Посмотрите, открываться начинает наша красота. Аккуратно разворачиваем. И последний разворот. Открываем. Расправляем. И вот наша первая часть снежинки получилась. Посмотрите. Красиво? Уже красиво. Но чтобы было еще лучше, мы с вами продолжим работу над этой снежинкой. Пока немножко в сторонку. А вторую часть мы с вами сделаем, посмотрите, белую. И она у нас немного будет меньше. Для этого берем не целый лист, а от целого листа А4 половинку листа. И проделываем то же самое. Складываем треугольник. Складываем аккуратно. Убираем лишнюю часть. Продолжаем складывать. Еще раз складываем. Складываем еще раз. И вот так вот опять убираем лишнее. По диагонали делаем срез. Вы скажете, получается такая небольшая, но в развороте она получится та, которая нам нужна. Опять с открытой части мы начинаем разрезать. В руках у нас остается закрытая часть снежинки. Стараемся аккуратно это делать. Вот у меня ножницы немножко соскользнули. До конца не доходим. Оставляем наш стержень снежинки. Разворачиваем. Расправляем все грани нашей снежинки. Вот вторая наша часть готова. Мы ее положим на первую. И самая-самая маленькая, третья часть. У нас был обрезок, вы помните, от первой заготовки, и мы ее будем использовать. Проделываем все то же самое. Делаем маленький треугольник. Сложили.
отрезали. И начинаем складывать и этот треугольник. Смотрите, какой маленький получился. Но и с ним можно работать. Сложили еще раз. Третье сложение. Повернули. Срезаем лишнее. И аккуратно начинаем работать. Расправляем. И вот наша третья часть готова. Теперь мы должны будем собрать всю эту снежинку, все три наши части. Для этого опять мы используем с вами клей, клей-карандаш. Подклеиваем серединку. На самую большую сверху накладываем поменьше и как бы грани наши делаем по диагонали. То есть большая, маленькая, большая сторона. И в серединке еще намазываем. И прикладываем третью часть нашей снежинки. Соединили. И получили трехслойную снежинку. А серединку мы задекорируем чем-нибудь красивым. Вот для декора у меня есть вот такая снежинка. Я ее приклею в серединку. Можно использовать опять сделанный шарик из фольги. Может быть, какой-то у вас другой декор будет. Вот такой, например, у меня есть. Или вот такие вот цветочки, желтые или голубые. Вторая снежинка нашего ажурного чуда тоже готова. Откладываем ее в сторону. И третий вариант нашей снежинки вот такая двухсторонняя снежинка. Из белой бумаги мы ее делаем. Берем для начала первый лист бумаги и начинаем складывать точно так же уголками. Ничего сложного в изготовлении наших снежинок нет. Складываем второй раз, выравниваем уголочки, складываем третий раз, и посмотрите, что мы с вами делаем. У нас с вами сложенная часть и складная часть остаются с этой стороны. А обрезать мы с вами начнем ту часть, где у нас от сложенных треугольничков все краешки. Что мы с вами делаем? Мы должны будем сделать с вами дугу. Можно нарисовать карандашом, а можно прямо ножницами. Дугу или, другими словами, лепесток вырезаем. Начинаем с самого края. Посмотрите. Проводим, 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 проводим. Дуга у нас получилась. Смотрите, какой лепесточек. Далее мы делаем второй разрез. И он у нас проходит на расстоянии от края 1 сантиметр. И мы этот разрез проводим параллельно нашему краю. Проводим, но до конца срез не делаем, оставляем его закрытым. Второй и третий раз то же самое на расстоянии 1 сантиметра. Повторяем, проводим дугу
но до конца не срезаем. И вот что у нас с вами получается. Открываем нашу заготовку снежинки. Когда мы снежинку открываем, всегда есть элемент неожиданности. А что же у нас получится? У нас получается вот такая первая заготовка. И точно такую же мы сделаем с вами вторую. Я не стала ее делать заранее, для того, чтобы более наглядно вам показать, как же это делается. Делаем то же самое, вторую сторону нашей снежинки. Складываем треугольничек. Отрезаем сторону. Второй раз складываем. Складываем третий раз. Вот так у нас с вами получается. Все открытые части мы их срезаем. И опять точно так же, как я первый раз показывала, берем ножницы и обрезаем сторону дугой, делая лепесток. Первый срез на расстоянии 1 сантиметра, второй срез. До конца не доходим, также вы помните, на сантиметр от края. Второй срез также на сантиметр, дугой. До края не доходим. Вот 3 полоски у нас с вами получилось. Расправляем. Вторая наша заготовочка тоже получилась. Вы помните, что снежинка двухсторонняя. Что мы делаем для того, чтобы придать ажур, объем нашей снежинки? Делаем мы с вами вот что. Берем среднюю из прорезанных частей. Остается край, остается серединка. Мы берем клей-карандаш, намазываем самый кончик и приклеиваем к центру, аккуратно, к самому центру уголочком. Поворачиваем дальше, берем серединку, намазываем клей, прикладываем и проделываем так со всеми нашими лепесточками. Одна сторона у нас заклеена, то же самое проделываем со второй заготовочкой. Берем среднюю часть, намазываем клеем и подводим к середине, приклеиваем. Все это ложится аккуратно, хорошо, потому что все-таки мы следуем с вами геометрии. Все у нас здесь четко сложено по линиям, по сторонкам, и поэтому все собранное получается тоже практически хорошей идеальной формы. Одна сторона объемная и вторая сторона. И мы их с вами, соответственно, соединяем. Но соединяем опять лепесточки по диагонали сторонами, чтобы, если посмотреть с одной стороны или с другой, эта снежинка была бы очень такой объемной, красивой формы. Для этого опять с вами намазываем серединку, чтобы у нас держалось, намазываем, не жалея клея. И соединяем. Соединяем по центру
собирая лепесточки по диагонали. Посмотрите, что у нас получается. Собрали мы нашу снежинку. И если, допустим, мы с вами смотрим здесь, с лицевой стороны, мы занимаемся декором с этой стороны. Что мы с вами положим в серединку? Какая красивая у нас может быть центральная часть? Посмотрите. Вот такой цветочек мы положим в центр. И можем с вами украсить уголочки нашей снежинки. Сюда голубую звездочку, сюда голубую звездочку. И снежинка начинает уже играть совершенно по-другому. Сюда голубую звездочку. Сюда. Ну, конечно, мы не можем обойти и эти лучики стороной. А сюда мы с вами приклеим такую желтенькую, как в центре. И еще у нас есть желтенькие. Можно что-то сюда нарисовать. Вот такая вот у нас получилась снежинка. Ажурное чудо. Ну что ж, дорогие друзья, нам с вами понадобилось не так много времени для того, чтобы создать прекрасное. Своими руками мы сделали с вами 3 красивые снежинки. Ажурное чудо, украшение. Посмотрите, вот такую снежинку сделали из стикеров. Из 2 оттенков бумаги сделали вот такую ажурную снежинку. И вот такая нежная, красивая. Тоже мы с вами справились с этой задачей. И действительно, собравшись со своими детьми, можно сделать украшение, декор своего дома своими руками и очень-очень бюджетно. Ну что ж, к Новому году мы с вами почти готовы. Украшения у нас с вами есть. У каждого стоит или будет стоять елка. И в преддверии Нового года хочется пожелать вам в наступающем году, чтобы он был добрым, он был хорошим, чтобы в этом новом году вас сопровождало здоровье, удача, благополучие, и чтобы все ваши заветные мечты сбылись. Всего вам доброго!